В Народном собрании Ингушетии стартовала весенняя сессия, на которой присутствует и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. На повестке 62-го заседания ряд законотворческих инициатив, а также подведение итогов деятельности ряда министерств и ведомств. Председатель парламента Магомед Тумгоев рассказал о планах на ближайшие полгода. Обо всем подробнее расскажет наша коллега Хава Гагиева. Хава, здравствуй. Сава, здравствуй. Как слышишь? Слышу хорошо. Какие вопросы в числе актуальных? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Да, заседание сейчас в самом процессе, всего обсуждается 14 вопросов. В самом начале заседания Магомед Тумгоев отметил, что в нынешнем году приоритетными направлениями остаются те же вопросы здравоохранения, образования, социальной защиты населения, а также экономического развития республики. Открывая заседание, спикер парламента отметил, что в период текущей сессии намечено немало мероприятий, политических и общественно значимых, среди которых и празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Вступая в новый парламентский год, нам необходимо, как обычно, определить векторы движения, наметить задачи и пути их решения. Есть утвержденный примерный план работы Народного собрания, согласно которому будет строится наша работа при необходимости, корректируя его. Мы заслушаем информацию о итогах деятельности за прошлый год республиканских министерств и ведомств, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти по республике Ингушетия. Также традиционно ежегодный отчет главы республики Ингушетия о результатах деятельности правительства за 2024 год, в том числе по вопросам, поставленным Народным собранием. Приоритетным направлением развития законодательства республики остаются вопросы установления и решения стратегических задач социально-экономического развития республики, социальной защиты населения, образования, культуры и другие. В заседании также приняли участие глава региона, главный федеральный инспектор по республике, представители администрации и правительства, а также региональных министерств и ведомств. Махмуд Али Калиматов подчеркнул и обозначил приоритетные направления помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Глава региона напомнил, что этот год указом президента страны был объявлен годом защитника Отечества. Хотел бы, чтобы мы все вместе, и я думаю, мы разговаривали с председателем парламента Тумгоевым Магомедом Умаровичем, чтобы вот в части и 80-летия, и в части этого провести, может быть, депутатам и администрации, я лично сам, на телевидении круглые столы, довести. У нас, вы знаете, ветеран, к сожалению, только один остался, да? Вот я его посещал, ему 100 лет. Я думаю, тоже внимание уделить. Кроме того, у нас тоже есть военные, люди под погонами. Хотел бы, чтобы внимание уделили семьям. Мы уделяем, у нас программа целая, сейчас дополнительно будем делать. Я имею в виду все-таки и депутатский корпус, чтобы внимательно отнесся тем семьям, которые у нас находятся, живут здесь. На этом у меня все, Хава. Я продолжу работать на месте, а вы, наши дорогие телезрители, сможете увидеть полноценную информацию в следующем выпуске новостей в 16:00. Спасибо, Хава. Спасибо большое, Хава. Как уже Хава отметила, в следующих наших выпусках новостей будет подробный обзор этого заседания.